По профессии я артист, я филолог, преподаватель татарского языка и литературы. На сегодняшний день я преподаю в театральном училище. Я веду программу «Татарлар» на канале ТНВ. 35 лет уже вот в феврале было, как я закончил театральное училище. Мы пережили 90-е годы. Хотелось как-то творить, жить. И жизнь ставит очень жесткие условия для нас. Я медийное лицо, и как бы я должен быть в рамках которой мы должны придерживаться как работники государственного, республиканского телевидения. Ближе уже к 50 годам я начал думать. Из меня бизнесмена такого не получилось. Купи-продай не мое. Большой бизнес, извините, меня не пускают. Пенсия, наверное, будет, думаю, к 60 годам, наверное, будет 15. 10 я заплатил за квартиру, на 5 тысяч я должен жить целый месяц. На шее детей. Как-то перспектива не очень хорошая. Я начал задумываться, как-то надо изменить свою жизнь. И выбрал для себя бизнес без вложения. Это сетевой бизнес. Мой друг Марат, скрипач, отлично у нас заслуженный артист Татарстана. И он говорит: Инсайд, говорит, там, говорит, молодые девчонки, его кто-то пригласил, тоже ее знакомая. Там, говорит, молодые девчонки, говорит, ты так, говорит, деньги зарабатывают, а что, говорит, даже, говорит, по-русски нормально не могут разговаривать. И, говорит, такие деньги зашивают, о чем мы, говорит, сидим туда-сюда. Я говорю: ладно, говорю, Марат, можем попробовать. У меня были попытки и раньше. Получилось так, это было в 95-м году, и я попал в больницу с приступом, и мне оперировали. Была сложная операция, там восстановление и так далее. Ну, это в прошлом, как говорится. И я не пошел. Ну, мне так повезло как-то. И он мне звонит: Инсам, вот такая акция, вот это. Я говорю: давай, Марат, говорю, сделай вот так, как. И вот я начал работать, людей приглашать, встречи проводить. Встречи проводить, конечно, есть свои правила. Скрипты, созвоны, там, приглашения и так далее, встречи, все это. Знаете, вот когда я пришел, начал обучаться в этой компании, я там научился очень многому. Я понял, что сетевой – это профессия. Это новая моя профессия. И вот когда я понял это, я начал вникать туда. Кто как обучается, такой результат. Сразу не может быть такого, скажем, вот сегодня ты вложил 100 рублей, тем более продуктовая компания, да? Надо различать продуктовые компании и пирамиды финансовые. Вот я так пришел, продукция устроила меня, и маркетинг-план меня устроил. Там он очень был простой, этот маркетинг-план. Там он был на одном месте. Если вот сейчас взять маркетинг-план этих компаний, они прописываются очень на многих листах. Там президент не очень честным оказался. Не очень честным оказался. Он вложил те деньги, которые определены на зарплату дистрибьюторов, их нельзя трогать. Это закон священный. А он туда залез, куда-то вложил, и та рухнула и... Ну, лет 5, да? Лет 5-6 я И ты искал свою компанию практически. Да. Хотя она была вот у меня рядом. Ну, суждено было. А зарегистрирован был уже? В 2013 году уже. Это продуктовая компания, там ассортимент очень большой. Первые деньги как пошли? И сколько это было? Вот первые деньги, они небольшие в продуктовых компаниях, вы знаете, они небольшие, тем более у меня структура там небольшая, потому что я не работал. Ну, год я не могу сказать, но 5-6 тысяч. И я, покупая продукт, плачу уже не своего кармана, а те деньги, которые пришли мне с сети, с моей команды. Сколько же я заработаю, когда Исул придет? Так. Ты так не думаешь? У меня такого нет. Почему? Я не знаю. Вот человек пришел, начал работать, и тогда команда создает, она зарабатывает, и я зарабатываю. Моя задача донести ценность компании. Структура у тебя какая была? Сколько было человек? Вот до сих пор я не знаю, у меня сколько человек. Ну ладно, ну примерно. Я не знаю, не могу сказать. Ну, 100, 30. Нет, не 100 уж сейчас. Ну, человек 1,5, наверное, тысячи есть. Ой, ничего. Слушай, а в личном кабинете не высвечивается? Высвечивается, я не знаю, как зайти посмотреть. Да ладно, такой сетевик состав. Нет! Понимаете, вот не все оборот делают. Есть, там у нас же есть, кто-то каждый месяц покупает сколько-то, кто-то
раз в 4 или в 5 месяцев, 6 месяцев покупает раз, да? Есть люди разные. Есть люди, которые сидят на этом и зарабатывают нормально, как говорится, это у них основная работа. Мгм. Человек развивается, работает, он получает свое. Да если я не работаю, я пришел на работу, сижу, ничего делаю, я же ничего не получаю. Это здесь тоже так же. Люди должны открыть глаза, смотреть мир большими глазами открытыми, чтобы они радовались. Пасмурный, дождливый или буран, там вот эти, я не знаю, как холод собачий, должны радоваться. А для этого нужна энергия, нужно все. Многие же так реагируют, что им манипулируют, на мне хотят заработать. Есть так. Есть у нас один товарищ, хороший актер, ему об этой продукции я говорил, ему наставник говорил. И как-то он мне сам говорит, вот говорит, такой продукт, я говорит, был в Фарском районе, меня говорит, после бани натерли вот этим бальзамом. Я проснулся, говорит, у меня ничего не болит, я хочу. Я говорю, пожалуйста. И этот человек очень образованный, он состав весь полностью знает, он технологический институт закончил. Таких людей мало. Но если бы я не сказал ему, не дал бы информации про этот продукт, он бы все равно кого-то нашел бы. И в театре он подписал очень много людей, потому что его там тоже уважают. В Камаловском театре вышел спектакль. Ага. И там очень... Это я! Знаете, меня там все знают. Весь коллектив, начиная с главного режиссера, скажем, с директора. Они знают, что я занимаюсь, развиваюсь в этой компании. И в пандемию они очень хорошо пользовались. Я посмотрел спектакль и все узнал. Ильгиз Зайниев написал. Жена его, кстати, подписана, она пользуется этим продуктом. Ну, это до этого было, да, еще потом подписалась, по-моему, регистрация прошла. Дальневосточная, там она говорит. Да, что-то там. Вот поэтому, нет, не обижаюсь, зачем. Мне даже очень приятно. Сейчас вот никто с баночками, с сумочками не ходит. Интернет, пожалуйста, открыл, нажал, вся информация. Поэтому сейчас легче молодежи. Вот у меня на руках телефон, конечно, да, но я использую на этот телефон возможности на 10%. Когда ты работаешь, для себя покупаешь, ну, ты отвечаешь только за себя. Да. А когда ты уже целенаправленно начинаешь развиваться в этой компании, хочешь, чтобы у тебя была большая команда, чтобы у тебя были большие доходы, для этого надо больше работать и уметь людей зажечь. Выявляешь потребность и на что способен человек. Надо быть причиной успеха человека. С моим наставником я по несколько раз в день созваниваюсь. Несколько раз в день. Редко, когда мы созваниваемся, и вот так через WhatsApp или через это что-то делаем. А с ключевыми вот так вот работаешь. Ну, ты ведешь обучающие вебинары. Обучающие вебинары я веду. На какие темы? Возможности компании. Угу. Для новичков это все равно надо. Потом школы по продуктам. Угу. Я не врач. Мне говорят, ты же я говорю, да, я не врач. У нас продукты разработаны академиками, докторами наук, научно-исследовательских институтах медицинских, инновационных центрах. Все это проверено. И потом только предлагается человеку. Если у нас продукт выходит за границу, работает в более таких-то странах каких-то, да, оно проверяется в соответствии тем стандартам, которые мы выводим туда. Угу. Той страны, куда вы вышли. Да, угу. да. И поэтому там что-то туфту подсунуть это невозможно. Как твоя семья относится к твоему? Моя семья относится никак. Это как обычно. Но сейчас принимает, слава богу. Поэтому я же говорю на семью где-то. Дочь тоже вот так вот говорил, потом там все равно витамины некоторые нужны каждый день. 2 раза в день некоторые нужны. Утром, вечером, да? Скажем, магний. Он утром нужен, вечером нужен. Нехватка магния ведет ко всяким большим неприятностям. Это психические расстройства, неврологические болезни. Это печень, это почки, это все, это кости. Там мы даже не знаем, что такое причина нехватки магния. Стрессовая ситуация. Если Айсел застрессовала, через 30 минут у нее ни копейки магния нет в организме. Вымывается как-то, вот, сгорает. Поэтому об этих вещах нам никто не говорит. И вот семья моя относится сейчас очень хорошо. У меня сейчас внучки, ты знаешь, да? Давали внучки капли вот эти. Она... С удовольствием? С удовольствием. И до сих пор какую-то...
и уже не оторвешь. Иногда высасывают 30 миллиграмм там, полностью вот этот дети высасывают, ну, выпивает, там как каплич, и ничего страшного нет, никакой побочной действия. Вот как ты преодолел этот барьер, ну, вот этот вот самый первый, да, когда ты... Семьи. Ну, и в семье, ладно, но все-таки общественно, у тебя есть определенный имидж. Как это? Меня это как-то не волновало. Да? Мнение человека вот через 7 секунд забывается. Это То есть не- о тебе забудет этот человек. Вот в этот я, момент. а я хожу, мучаюсь, а что вот Айслу подумает, я сейчас приду, скажу ей, а что я подумает, она, вот поговорили мы с тобой, я вышел, через 7 секунд у тебя другие проблемы, и ты забыл про все. Мгм. Даже не, увидишь меня, наверное, вспомнишь, и спросишь, Инсап, ты до сих пор там? Я скажу, да. А ты мне дай 100 рублей. Ну дай мне 100 рублей на хлеб, никто не даст. Я зарабатываю как могу, но я не обманываю людей. Нас, речевиков татарских, на татарском языке, Да. Рауф Абый, Эльмира Мифтаховна, Ильсияр, потом Земфира, я, Институт культуры, я имею в виду, вот 5 человек. 5 человек. И сколько я получаю, мне не стыдно говорить об этом. Ну да, неконкурентная зарплата в этом. Не В этой конкурентная. нише. А людей, вот 5 человек, которые... По действительно пальцам пересчитать. Мгм. 5, Одной даже рукой. 10, не 10. Мгм. У тебя в сетевом больше денег, Намного чем, больше, а, чем я зарабатываю на основной работе. а почему ты не перешел окончательно? Понимаете? Опять, я ведь еще я там работаю, я там, если совокупности вот эти, а эта зарплата меньше, чем в сетевом. Даже все вместе Всё взятое, вместе взятое, меньше, чем в сетевом. да, Больше 100. больше получается. Все. Что считать? Ответственность, которую ты на себя взял, работать со студентами, готовить. Я взял их на первом курсе, и у нас идет 4 года подряд, вот я должен довести до конца. Я брошу, придет другой человек, конечно, безусловно, но для них уже вот другая методика, другое отношение, другой, у них же уже склад вот так, мало скажем, вот выстроено все. Вот тут ломается. А для творческого человека, ты сама знаешь, это очень тяжело. Да. Пойдут они в театр, там режиссер, там актер, там другое. А обучающий процесс это очень такой сложный. То есть твоя степень ответственности не дает Настолько вот дурацкая. бросить не можешь людей. Да. И Круто. потом нужно, я не знаю, вот, может быть, это потребность моя уже как бы стала внутренней, там, Мгм. духовной, физической, психологической, эмоциональной. Может быть, это тоже есть. Смотри, вот волка ноги кормят, Да. пока ты в активном доходе. У тебя не пассивный доход. Нет. Ну, сетевой еще дает возможность Пассивный, да. пассивного. Вот выйду. Когда? Ну, пассивный. Но знаете, мы же ставим цели, нас же этому учат, мечтать, цели. Это вы как-то раньше, вот я работал как придется, как попало. Сейчас система уже есть. Сейчас система, это тоже своего рода плюс в моей жизни, да. Выйти на пассивный доход, у меня осталось 2 шага. Угу, ну нормально. 2 Доживешь. шага. 2 шага. И 1 шаг я уже запланировал сделать уже в декабре этого года. Это большой шаг у меня. Там пройти надо такой, очень широкий шаг. Большой, ага. Да. И дальше уже с декабря, наверное, до следующего 25 до Через декабря год. 25 года я выйду уже вот на этот пассивнейший доход, который мне обеспечит уже более-менее Достойный уровень достойный жизни. уровень жизни. И вот когда нет начальника, нет плана каждодневного, и над тобой не давлеет, вот сегодня надо сдать, вот это очень прекрасное состояние. Ты хочешь сюда, ты хочешь сюда. Это круто, сетевой. Мгм. Ну, надо решиться. Люди боятся брать на себя ответственность. Сетевой, вот, хочешь развивать, надо взять на себя ответственность. Этому тоже надо научиться.